В эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер», в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Проблему застроек на территории культурно-исторического памятника Зенджирлы-Медресе обсуждали сегодня на выездном заседании Совета министров Феодосии. Весь комплект школьных учебников на крымско-татарском языке получат крымские школы. Как модернизация знаменитого детского центра «Артек» повлияет на развитие Крыма? Об этом и не только в следующие полчаса. В Феодосии состоялось выездное заседание Совета министров республики. Одной из самых острых тем для обсуждения стало сохранение культурно-исторического памятника «Ханский дворец», который располагается в Бахчисарае. Тему продолжит наш корреспондент Айше Шулакова. Одной из главных проблем, обсуждавшихся в Феодосии, стала необходимость сноса незаконно возведенных построек. В качестве примера рассматривалась ситуация в Коктебеле, где прямо на берегу незаконно строятся многоэтажные здания. Люди рассказали главе республики, что застройщики их запугивают. Они также сообщили, что в поселке отсутствует канализация, и все нечистоты сливают в бухту. В Тихой бухте до 1 мая должны быть снесены все объекты ведения хозяйственной деятельности и сферы обслуживания, которые там были установлены незаконно. Такое поручение Сергей Аксенов дал после доклада вице-премьера Руслана Бальбека. Объекты в Тихой бухте сносили уже не раз, но безрезультатно. Сергей Аксенов заявил, что главы районов и городов должны начинать рабочий день с объезда подконтрольных территорий. Те руководители, которые не замечают незаконного строительства, будут наказаны. Значит, всех прошу обратить внимание руководителей исполнительных органов власти на местах, что те, кто не предупредит в данном случае, не предпримет конкретных шагов с самого начала стройки, не ждать, когда 3 этажа будет. Стройку все видят, поверьте мне, и знают. И каждый руководитель местных органов власти должен знать, что происходит на территории. В поселковом совете это вообще никаких проблем нет, особенно в прибрежных. Проехали по берегу, каждое утро начали, 20 минут занимает. Мы там полчаса всего были и нашли все эти стройки. За полчаса. А те, кто там живут, они, конечно, должны владеть ситуацией досконально. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, Бахчисарайский район лидирует по количеству жалоб и обращений граждан на горячую линию Совета министров и страницу в социальной сети Facebook, что свидетельствует о бездействии местных властей. При этом Сергей Аксенов во время выездного заседания Совета министров Республики Крым Феодосии сообщил, что председатель Бахчисарайского райсовета Рифат Дирдаров написал заявление об уходе. Сергей Аксенов сказал, цитирую: «Сообщаю коллеге, что господин Дирдаров Рифат Якубович, который обещал, что кафе на территории Ханского дворца будет закрыто, уже не работает. Он написал заявление. Райсовет примет в ближайшее время соответствующее решение». Спорная ситуация вокруг предприятия «Ашлама» длится уже давно. Еще в украинский период было запрещено заниматься хозяйственной деятельностью на территории заповедника. По разным причинам объект функционировал. После вхождения Крыма в Российскую Федерацию со стороны крымско-татарской общественности, самого предпринимателя, была просьба дать возможность в течение года перепрофилироваться, переориентироваться, поменять территорию для ведения хозяйственной деятельности и, естественно, для того, чтобы покинуть данную территорию. Год прошел, тем не менее предприятие продолжает функционировать незаконно, понимая, что на территории заповедника любой вид деятельности хозяйственной запрещено с точки зрения законодательства. Сергей Аксенов добавил, что в Бахчисарайском районе также существует множество вопросов к правоохранительным и надзорным органам, которые, по-видимому, самоустранились от выполнения своих обязанностей. Накануне годовщины освобождения Крыма речь зашла о возведении нового памятника Стеллы. Финансирование будет заложено. Вы слышали уже, что обратилась Светлана Николаевна, председатель городского совета Феодосии, обратилась к нам, поддержим ее, деньги найдем, сейчас только уточнят объем средств, который должен быть заложен. То есть, коллеги там говорят, что он должен 20-25 миллионов, там, наши коллеги с местных органов власти говорят, что 50. Ну, неважно, то есть стелла должна быть. Это было решение волевое президента нашего, ему за это огромное спасибо. Это потому что в порядке исключения это было сделано фактически. В России уже этот процесс давно остановлен. То есть, а для Крыма в данном случае президент пошел навстречу. Стеллу планируют построить в Феодосии в течение года за счет средств республиканского бюджета. Напомним, год назад город Феодосия получил звание «Город воинской славы». Айше Шулакова, Руслан Хохлов, телеканал «Милет». Совет министров Республики Крым и Торгово-промышленная палата Тунис-Россия подписали меморандум о сотрудничестве. Зарубежные инвесторы планируют внедрять в Крыму современные технологии по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции. Подробнее расскажет Султания Ситакаева.
Документ подписали вице-премьер Крыма Руслан Бальбек и вице-президент, учредитель Российско-Тунисской торгово-промышленной палаты, бизнесмен из Италии Франческо Лои Удиче. Пока обсуждались вопросы о совместных проектах в сельском хозяйстве. Естественно, наших коллег интересуют все отрасли экономики, в которых предполагается взаимовыгодное сотрудничество. Но пока сектор сельского хозяйства, подписан меморандум о сотрудничестве, что позволит нашим коллегам из Италии, естественно, предложение уже перевести в конструктивный рабочий формат. Зарубежные гости оценили хороший крымский климат и богатый потенциал полуострова для развития сельского хозяйства. Продукты, которые мы покупаем в Израиле и других странах, помидоры, огурцы, салат и другие, мы можем сами выращивать в Крыму по нашим технологиям. И эта продукция будет отменного качества. Мы будем сотрудничать с крымскими компаниями, использовать местную рабочую силу. Также в Крым непосредственно придут итальянские фирмы и привезут сюда свои технологии. Руслан Бальбек заверил гостей из Италии и Туниса, что правительство Крыма окажет потенциальным инвесторам всю необходимую юридическую и информационную поддержку при прохождении процедуры согласования проектов. Султания Ситакаева, Санзи Вадинов, телеканал Миллет. В Крыму отменен карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном сайте республики. Ограничительные мероприятия отменены, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Предполагается, что он тоже будет отменен в ближайшее время. Вспышка африканской чумы на полуострове была зафиксирована в конце января. В течение 2 месяцев было уничтожено 9 тысяч свиней. Владельцам выплачена денежная компенсация за потерю скота. Республика Крым получила весь комплект учебников по школьным предметам на крымско-татарском языке для 1-9 классов. Они изданы и доставлены в республику издательством «Просвещение» общим тиражом 45 тысяч. Первая партия поступила в республику в начале февраля, а в марте были доставлены все книги полностью. Подробнее об этом в сюжете Мавиле Юб. Все школьники, обучающиеся на крымско-татарском языке, получили пособия по всем предметам. Это первая в истории Крыма комплексная подготовка учебников. 45 наименований книг образовательной программы Российской Федерации всего за год были переведены на крымско-татарский язык рабочей группой специалистов под руководством Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Мы собрали первую группу, это 23 человека, которые занимались переводом. И вторая группа, количеством 25 человек, они редактировали и корректировали эту работу. Это большой успех. Успех заключается в том, что мы впервые смогли издать 45 наименований учебных изданий. Такого просто никогда ранее не было. Крымско-татарский язык – один из 3 государственных в республике и родной для значительной части населения. В Крыму насчитывается 16 школ с крымско-татарским языком обучения. Еще в 36 школах функционируют такие классы. Сегодня Кольчугинская школа с крымско-татарским языком обучения получила 880 учебников для учащихся с 5 по 9 классы. Первая партия 420 штук поступила еще в феврале. В общей сложности 1300 учебных пособий раздали ребятам. На сегодняшний день у нас в Симферопольском районе 42 школы. Из них практически в ряде школ открыты классы с крымско-татарским языком обучения, их около 50. И одна школа, в которой мы сегодня находимся, это Кольчугинская школа номер 2, где преподавание во всех классах с 1 по 11 ведется на родном языке. Учитель младших классов с 19-летним стажем Ленура Чурки говорит, что новые учебники интересные и красочные. С их помощью ребята легче усваивают материал. По сравнению с ранее полученными учебниками, тексты этих учебников простые и понятные для учащихся. В школе обучается более 250 детей, среди которых представители разных национальностей. Учащимся нравится получать образование на крымско-татарском языке, ценить его богатство. Мне не трудно обучаться на крымско-татарском языке, потому что это мой родной язык, который я очень люблю. Директор школы Усния Асанова уверена, что благодаря новым учебным пособиям качество образования повысится. То, что мы сегодня получили, это, скажем так, большой шаг вперед для всех наших детей. То есть сегодня это реальная возможность реализовать наши основные задачи. Это не только возрождение языка, это развитие языка,
это говорение на языке до 100% на уроке. Учебники на крымско-татарском языке позволяют не только изучать родной язык, но и развивать его, увеличивать словарный запас. Мавиле и Юбдиляра Шевкетова, Аким Бекиров, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Борт МЧС доставил 3 тяжелобольных младенцев из Крыма в Санкт-Петербург на лечение. Маленькие пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. Их направили в детскую городскую больницу номер 1. Детей сопровождают специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. Самолет МЧС Ан-148 оснащен современным оборудованием и медицинскими модулями, которые позволяют контролировать и поддерживать состояние пациентов на протяжении всего полета. Модернизация Международного детского центра «Артек» завершается. В ходе реконструкции, проведенной в прошлом году в соответствии с современными стандартами, приведены 6 лагерей, 3 столовые, 5 спортивных площадок, физкультурный центр с 2 бассейнами, медицинский корпус. Проложены инженерные сети, в строй введены новые очистные сооружения, отремонтировано 15 километров дорог. Об этом рассказал гендиректор «Артека» Алексей Каспрожак на пресс-конференции, посвященной влиянию модернизации детского центра на территориальное развитие Крыма. Подробнее в сюжете расскажет София Шукурова. К лету на территории Международного детского центра планируется открыть еще 3 новых лагеря – лесной, полевой и кипарисный. В мае начнет работу конная ферма. С ее появлением для детей откроется возможность заниматься верховой ездой. Как отмечает Алексей Гаспаржак, все это будет способствовать большому спросу на отдых в Артеке. Действует конюшня, и будем заниматься в том числе лошадями. У нас откроется ферма. Тоже с нашими партнерами. Ну, у нас много чего происходит. В этом смысле лучше действительно приехать и посмотреть, как это действует, потому что это все не просто выставочные экземпляры, а это место, где ребенок открывает для себя что-то новое, увозит это незабываемое впечатление к себе домой и, кстати, формирует дальнейший туристический поток в Крым, потому что люди, которые приехали в Артек, они всегда сюда возвращаются в том или ином качестве, в том или ином виде. Алексей Гаспаржак рассказал журналистам, что Артек отказался от принципа коммерческого распределения путевок, который преобладал предыдущие 20 лет. Теперь, как и в советские времена, путевку в лучший детский лагерь страны можно заслужить. Награждать поездкой будут победители олимпиад по разным предметам, спортивным соревнованиям, а также активных участников школьного самоуправления. Региональная квота есть и у крымских ребят. Значит, если в 2014 году таких детей было примерно 6 тысяч, там 5700, в 2015 это 19 тысяч детей, в этом году мы примем порядка 30 тысяч детей, но возможности инфраструктуры позволяют существенно расшириться в силу современных технологий, большие инвестиции в инфраструктуру, которые быстро, эффективно осуществляются и приводят к конечному результату, который выражен в количестве детей, которые приезжают в Артек. По итогам двухлетнего развития Международный детский центр «Артек» стал крупнейшим работодателем Крыма. Общее число сотрудников центра составило 1850 человек. Дополнительно создано еще 300 рабочих мест. И еще столько же специалистов получат сезонную работу летом за счет организаций, обеспечивающих деятельность «Артека». София Шукурова, Асан Зевадинов, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск подошел к концу. Завтра увидимся в это же время. Всего доброго.